Добрый день, уважаемые слушатели курса о фандрайзинге для культурных инициатив. У нас сегодня с вами вторая лекция, и поговорим мы о ней, о специфике грантрайтинга для культуры, а конкретно о том, как мы показываем нематериальное воздействие в цифрах. Существует распространенное убеждение, что культурная организация находится в заведомо невыгодном положении, будто бы медицинские проекты могут посчитать количество вылеченных пациентов, образовательное количество выпускников. А культура — это что-то неуловимое, эфемерное, что-то, что нельзя измерить. Это убеждение ошибочно. И именно оно стоит огромного количества отказов. Нематериальный результат культуры не означает неизмеримый результат. Он означает результат, требующий более умного подхода к измерению. И разница здесь принципиальная. Когда врач говорит: «Мы вылечили 200 пациентов», это звучит убедительно. Но подумайте, что стоит за этой цифрой. Методика измерения, протоколы, критерии вылеченности. Медицина потратила столетия на создание этих стандартов. У культурного сектора такой истории нет. И именно поэтому многие организации создаются раньше времени, решая, что измерить их работу невозможно. В этой лекции мы разберем, что именно значит этот умный подход к измерению на практике и как культурная организация может говорить с донором на языке доказательств, не придавая при этом природу своей миссии. Давайте подумаем, почему же культура такой сложный кейс для доноров? Начнем с честного разговора о проблеме. Когда донор читает заявку культурной организации, он сталкивается с тремя страхами. Первый страх — это невозможность измерить результат. Донор должен отчитаться перед своими стейкхолдерами. Ему нужно доказательство того, что деньги были потрачены не просто так, на хорошее дело, а на конкретные изменения в мире. Если заявка не дает ему этих доказательств, он не может взять на себя ответственность за финансирование. Важно понять механику этого страха. Программный офис фонда, который одобряет вашу заявку, сам должен защитить это решение перед своим руководством или советом директоров. Фраза «мы финансировали фестиваль, потому что это важно для культуры» не аргумент в этом разговоре. А мы финансировали проект, который изменил восприятие белорусской культуры у 73 участников и создал профессиональные возможности для 40 художников, это аргумент. Второй страх – отсутствие масштабируемости. Медицинская вакцина работает одинаково для миллиона человек. Культурный проект – это часто что-то штучное, локальное, контекстуальное. Доноры, привыкшие к логике «чем больше охват, тем лучше», с трудом понимают ценность глубокого воздействия на небольшую аудиторию. Ответ на этот страх – не увеличивать охват любой ценой, а объяснять логику глубины. 10 человек, чья профессиональная жизнь изменилась – это другое доказательство, чем 1000 человек, которые побывали на мероприятии. Разные доноры принимают разные логики, и нужно понимать это заранее. Третий страх – мягкость тематики. В иерархии донорских приоритетов культура долгое время находилась ниже, чем гуманитарная помощь, здравоохранение и экономическое развитие. Это меняется. Тренд Culture as Resilience, о котором мы говорили в первой лекции, постепенно перестраивает эту иерархию. Но инерция мышления где-то сохраняется, и с ней можно работать. Как работать? Не через защиту культуры как таковой, а через связку культуры с приоритетами, которые донор уже признал важными. Демократия, гражданское общество, психосоциальная устойчивость, права человека и другие. Культурный проект – это не мягкая альтернатива серьезной проблеме. Это инструмент системных изменений, у которого просто другой механизм работы. Как же культурная организация чаще всего реагирует на эти страхи? Как правило, одним из двух неправильных способов. Она либо игнорирует проблему и продолжает писать о ценностях, красоте, важности культуры. Донор все это читает и думает: прекрасно, но как это доказать? Второй начинает говорить исключительно на языке цифр. Охваты, просмотры, посещаемость. Донор читает это и думает: хорошо, понятно, но 500 посетителей выставки – это еще не изменение в мире. Правильный путь находится между этими двумя крайностями, и именно его мы сегодня будем строить. Разберем на конкретном примере. Возьмем типичную заявку, она взята полностью с потолка, на проведение фестиваля белорусской культуры в эмиграции. Версия первая. До переработки. Фестиваль объединит белорусов в диаспоре, познакомит европейскую аудиторию с богатством белорусской культуры, поддержит художников, вынужденных покинуть страну. Это правда, звучит как нечто важное, но для донора это намерение, не доказательство. Здесь нет ни одного элемента, который можно проверить до и после проекта.
Версия вторая. Перерабатываем. Фестиваль охватит не менее 2000 участников в 4 городах. 60% аудитории составят люди, не имеющие белорусского происхождения. Для них это будет первый контакт с белорусской культурой. По данным опроса участников предыдущего фестиваля, 73% сообщили об изменении восприятия Беларуси после мероприятия. Для 40 художников участие станет первым публичным выступлением после эмиграции, что создает условия для восстановления их профессиональной деятельности в новом контексте. Разница здесь очевидна. Во второй версии есть цифры, механизм изменений и доказательства из прошлого опыта. Но смысл проекта не изменился, изменился только язык описания. Сейчас мы плавно переходим к описанию 3 типов нематериального результата в культуре. Не все нематериальное одинаково сложно измерить. Когда культурная организация говорит «наш результат нельзя посчитать, нельзя измерить», чаще всего это означает, что она смешивает 3 разных результата, каждый из которых требует своего особого подхода. Уровень первый. Изменение знания и осведомленности. Это самый измеримый тип нематериального результата. Человек что-то узнал, чего-то не знал раньше, узнал о белорусской литературе, об истории белорусского языка, о современных белорусских художниках. Узнал, что Беларусь — это не только политический кризис, но и живая культурная традиция. Это изменение можно зафиксировать относительно просто опроса до и после мероприятия. Тесты, анализ поведения аудитории после контакта с проектом, количество новых подписчиков в течение недели после события, объем органического поиска по связанным запросам, количество репостов с сохранением. Важно понимать, что это еще не импакт, это outcome, изменению конкретных людей. Но это очень важный первый шаг в цепочке изменений, и его нужно документировать. Типичная ошибка здесь — остановиться на этом уровне и считать его достаточным. Мы рассказали 500 людям о белорусской культуре. Очень хорошо. Но донор всегда спросит, и что дальше? А что изменилось от того, что они узнали? Как изменился мир? Уровень второй. Изменение отношений и идентичности. Это более глубокий, более сложный для измерения результат. Человек не просто узнал что-то новое, он стал иначе воспринимать себя, свое общество, свою культурную принадлежность. Для белорусских организаций это критически важный уровень. Потому что сохранение идентичности в эмиграции для нас не абстрактно. Это конкретный психологический и социальный процесс, который можно отслеживать. Молодой белорус, живущий в Варшаве 3 года, говорит по-польски на работе и по-русски дома, и постепенно теряет связь с белорусским языком и культурой. Типичная ситуация. Не потому, что он не хочет ее сохранить, а потому что нет среды, нет поводов, нет живого контакта. Когда такой человек приходит на концерт белорусской музыки или читает белорусскоязычный журнал, может что-то измениться в нем. Что-то меняется в том, как он воспринимает эту часть себя. Это изменение реальное, и его можно зафиксировать. Но как это измерить? Здесь нам помогают качественные инструменты. Интервью с участником через 6 месяцев после проекта. Не понравилось ли вам, а как изменилось ваше ощущение связи с белорусской культурой за последний год? Нарративный анализ, то есть анализ того, как люди рассказывают свои истории. Человек, который пишет и осознает себя как «я белорус», который несет свою культуру в Европу, это измеримое изменение идентичности. Отдельный мощный инструмент здесь — метод Most Significant Change. И участникам задают один простой вопрос. Что самое значимое изменилось для вас в результате участия в этом проекте? Ответы собираются, анализируются, и наиболее показательные истории отбирают. Не организация, а группа стейкхолдеров, которые совместно решают, какие изменения наиболее важны. Этот метод принят крупными донорами именно потому, что он честный. Организация не формулирует ожидаемый ответ, а она слушает. И именно это отличает живое измерение от формального. Уровень третий. Изменение поведения и действия. Это самый ценный с точки измерения результат. И самый сложный для достижения. Человек не просто изменил свое отношение, он стал действовать иначе. Заговорил по-белорусски в повседневной жизни там, где раньше автоматически переходил на русский. Начал собственный культурный проект. Небольшой, локальный, но реальный. Вступил в сообщество, стал его активным участником, а не пассивным наблюдателем. Привел на следующее мероприятие друзей, которые раньше не интересовались белорусской культурой, и тем самым расширил сообщество. Как это измерить? Трекинг конкретных действий. Количество людей, запустивших собственные инициативы после участия в программе. Данные об использовании языка, где это возможно. Фоллоуап опросы через полгода или год с конкретным вопросом о действиях.
партнерские данные от организации, которые получили новых людей через вашу сеть. Главное здесь, что доноры принимают качественные данные, если они собраны системно и честно. Одна хорошо задокументированная история изменения сильнее, чем список из 50 имен. 6 из 10 участников сообщили, что впервые почувствовали связь с белорусской культурой. Это доказательство импакта. Не идеальное, но вполне реальное. Сейчас мы подробно поговорим о большинстве инструментов измерения, которые мы используем в заявках. Количественный инструмент, охват, уникальные посетители, просмотры видео, загрузки материалов, новые подписчики после мероприятия. Это базовый уровень, необходимый, но недостаточный. Охват отвечает на один вопрос: сколько людей мы достигли, но не на вопрос, что с ними произошло. Далее следует вовлеченность. Среднее время на сайте или платформе, процент возврата аудитории, количество репостов с собственным комментарием. Не просто поделиться, а с текстом от себя, участие в обсуждении. Это уже более глубокий показатель, он говорит о том, что аудитория не просто была, а взаимодействовала. Человек, который написал 3 абзаца о том, почему его концерт так тронул, это другой уровень контакта, чем человек, который просто поставил лайк. Партиципация, участие. Количество участников, процент повторных участников – это один из сильнейших индикаторов ценности проекта. Люди, которые возвращаются снова и снова, они голосуют своим временем. Также важны географический охват и демографическое разнообразие аудитории. Медиаприсутствие. Количество публикаций о проекте, суммарный охват этих публикаций, тональность и глубина материалов. Журналист, написавший развернутый аналитический материал о белорусской культуре после вашего мероприятия, это конкретный, измеримый, значимый результат. Это не просто пиар, это доказательство того, что проект создал новый разговор в публичном дискурсе. Далее у нас есть качественные инструменты. Опросы участников. Короткие, конкретные, с открытыми вопросами. Оптимальный формат 3-5 закрытых вопросов по шкале от 1 до 5 баллов и 1-2 открытых. Что изменилось для вас после этого проекта? Собирать нужно сразу после мероприятия и через 3-6 месяцев. Второй замер особенно важен. Он показывает, что изменения устойчивые, а не эмоциональный отклик в моменте. Интервью с ключевыми участниками. 15-20 минут, 5-7 вопросов, фокус на изменениях. Опять же, не вопрос, понравилось ли вам, а что вы делаете иначе? Как изменился ваш взгляд на свою культурную идентичность после события? Что бы ни произошло в вашей жизни, если бы проекта не было? Метод Most Significant Change. Один вопрос. Что самое значимое изменилось для вас? Ответы собираем, анализируем, лучшие истории используем в отчетности и в следующих заявках как живые доказательства. И здесь мы плавно переходим к очень важному понятию сторителлинга в грантовых заявках. Я называю эту историю, которая всегда с тобой. Мы люди, и говорим мы по-человечески. И донор, который читает ваш документ, он тоже человек. Он читает сотни заявок подряд и запоминает только ту, в которой была самая интересная история, а не ту, в которой было больше всего цифр. Хорошая история для заявки – это не маркетинг и не эмоциональная манипуляция. Это структурированный нарратив, который показывает путь. Был вызов, было действие, произошло измерение. Это то, что называют путем героя. И в контексте грантрайтинга героем является не организация, а человек, жизнь которой изменилась благодаря проекту. Такая история становится сразу несколькими вещами одновременно. Она сердце питча, когда вам нужно будет за 2 минуты объяснить, зачем существует проект. Она душа грантовой заявки, которая делает сухой текст живым. Она опора в разговоре с донором, когда нужно ответить на вопрос, а зачем это вообще существует. И она план интервью, который помогает участнику сказать свою историю структурированно. И она ответ на собственный ваш вопрос, а что я вообще тут делаю в моменты выгорания и слабости, в моменты, когда фандрайзинг кажется бесконечным. Важный принцип здесь. Хорошая история не маскирует недостатки проекта. Она помогает их увидеть и исправить. Если историю сложно рассказать убедительно, это сигнал, что в самом проекте что-то не выстроено. Нет ясного механизма изменения, нет понимания целевой аудитории, нет связи между действием и результатом. История – это как диагностический инструмент. История строится по определенной структуре. У нее есть вдохновляющий заголовок, суть изменения в одной фразе. Это не история, предположим, Анны, а как один архив вернул женщине ее язык. Контекст и вызов. Какая проблема стояла перед героем? Конкретно и с деталями. Не белорусы в эмиграции теряют связь с культурой, а Анна уехала из Минска в 2021 году. В Берлине она говорила только по-немецки и по-русски.
Белорусский язык, на котором она выросла, постепенно уходил. Не потому, что она не хотела, а потому, что не было причин его использовать. Далее входит визия. А что могло бы быть иначе, если бы существовал ваш проект? Реализация. Что конкретно произошло? Какие шаги, какие инструменты, какие моменты? Далее следует результат. Количественный и качественный одновременно. Через год после начала работы с платформой Анна начала вести дневник по-белорусски. Она говорит, что это первое, что она делает каждое утро. История участника. Прямая цитата от первого лица. Вот он, самый сильный элемент. Итог. Что это значит на системном уровне? Как история Анны — это не только история Анны, а история целого поколения или группы людей. И последнее — это благодарность. Кто сделал это возможным? Партнеры, доноры, сообщество. Здесь есть золотое правило измерения. Одна сильная цитата участника плюс одна цифра. Это убедительное доказательство изменения. Не нужно выбирать между историей и данными, нужно использовать оба. Например, по данным опроса, 68% участников фестиваля сообщили о росте интереса к белорусскому языку. Среди них Катажина из Варшавы, которая после фестиваля записалась на курсы белорусского. Я никогда не думала, что этот язык может звучать так современно. Теперь я хочу понимать тексты песен, которые слышала в тот вечер. Цифра дает масштаб, история дает человеческое измерение. Вместе они создают доказательства, которые невозможно проигнорировать. Теперь вопрос, который важно задать себе. Вам, как организаторам культурной инициативы. Кто вы в этой истории? Организация — это не абстрактная структура. За ней стоят люди, у каждого из которых есть собственная история прихода к этой работе. Почему вы вообще этим занимаетесь? Как это связано с тем, что вы сами пережили? Что вообще вам мешало или помогало на вашем пути? У организации, как у актора, тоже есть своя история. И она важна не для саморекламы, а потому что доноры финансируют не проекты, а людей. Они финансируют людей, которым доверяют. И это доверие строится через понимание того, откуда человек пришел и зачем он делает то, что он делает. Запишите эту историю. Сначала не для заявки, а для себя. Она станет основой для всего остального. Почему это так важно? Почему личная история организации — это конкурентное преимущество? Представьте двух заявителей на один и тот же грант. Первый пишет: наша организация была основана в 2021 году. Мы реализовали 5 проектов, охватив 3000 человек. В нашей команде работают специалисты с опытом в области культуры, образования и управления проектом. Второй пишет: мы начали эту работу в 2021 году. После того, как люди из нашей команды сами оказались в ситуации, когда их культура и язык стали нелегальными у них же дома. Мы знаем, что значит потерять возможность говорить на родном языке публично. Именно поэтому мы строим пространство, где это возможно, и знаем, что именно нужно людям в этой ситуации. Оба описания правдивы, но второе создает доверие, которое первое не создает. Потому что в нем есть человек, человеческая история, человеческий язык с конкретным опытом, конкретной мотивацией, конкретным знанием проблемы изнутри. Давайте поговорим о структуре вот этой истории основателя, которую вы можете использовать в питче или в заявке. Это небольшой совсем раздел, часто 1-2 абзаца в описании команды или в нарративе проекта, но они должны быть написаны сознательно. Итак, первое. Триггер. Что произошло? Что сделало эту работу необходимой? Не мы увидели проблему, а конкретное событие, конкретный момент произошел в вашей жизни. Далее был путь. Что вы пробовали, а что не работало, что вы узнали в процессе. Здесь уместна честность, и можно включить свои ошибки и тупиковые ситуации. Дальше был какой-то момент решения, момент переворота. Когда именно стало понятно, что нужно делать именно это и только это. И что-то изменилось. Что-то уже произошло в результате вашей работы, пусть небольшое, но реальное. И вы зачем-то это все продолжаете. Не потому, что это важно, а потому, что это конкретно, что держит вас в этой работе в самые сложные моменты. Вот и вся ваша история. Когда вы напишете эту историю, вы поймете и себя, и проект лучше. И вот мы с вами узнали о качественных количествах метода измерения. Время познакомиться с системой мониторинга и оценки. Измерение не работает, если оно происходит только в конце проекта. Это одна из самых дорогостоящих ошибок в управлении проектами – откладывать сбор данных на потом, до отчета. К моменту, когда нужно писать промежуточный или финальный отчет, часть участников уже недоступна, часть событий забыта, часть изменений произошла незаметно, и теперь невозможно восстановить задним числом.
В результате отчет пишется не на основе данных, а на основе домыслов, на основе воспоминаний. И это всегда чувствуется. Хорошая система мониторинга и оценки строится в начале проекта, а не в его в конце. И она не должна быть очень сложной. Тут важно понимать два различия между мониторингом и оценкой. Мониторинг — это отслеживание в процессе. Что происходит прямо сейчас? Все ли идет по плану? Нужно ли что-то скорректировать? Мониторинг — это управленческий инструмент, и нужен он вам. Оценка — это анализ по итогу, чего удалось достичь, почему, что изменилось. Оценка — инструмент подотчетности, и нужна она донору и будущим вашим грантодателям. Обе функции нужны, но они требуют разных инструментов и разного времени. На экране вы видите таблицу оценки. Давайте использовать как рабочий инструмент. Здесь практичный формат. Поставить таблицу с 6 колонками. Вы видите индикатор, что именно измеряется. Конкретно не вовлеченность аудитории, а процент участников, вернувшихся на второе мероприятие. Базовая линия. Какое значение показателя до начала проекта? Если его не было, то нулевое или данные предыдущего аналогичного периода. Без базовой линии невозможно доказать изменения. Непонятно, чего считать рост. Целевое значение. Какого показателя планируется достичь к концу проекта? Это число должно быть реалистичным и обоснованным, а не взятым из воздуха. Метод сбора. Как именно данные будут собираться? Опрос через Google Forms, интервью, анализ статистики платформы, может быть, партнерские отчеты. Частота. Как часто? Ежемесячно, по итогам каждого мероприятия, раз в квартал. И очень важно, ответственный. Кто конкретно в команде отвечает за этот показатель? Вы можете не писать имени, но вы можете написать должность. Если имени нет, это ничья ответственность. Такая таблица заполняется один раз на этапе планирования и потом становится вашим рабочим документом на весь период проекта. Самая распространенная дорогостоящая ошибка здесь — собирать данные об охвате и не собирать данные об изменении. В результате к концу проекта есть красивые цифры посещаемости и почти нет доказательства импакта. Опрос участников после каждого мероприятия — это не лишняя бюрократия, это 5-минутная анкета из 3 вопросов, которая через год станет самым ценным документом в отчете. Там может быть всего 3 вопроса. Что изменилось для вас? Что вы узнали нового? Что вы планируете сделать иначе? Простой принцип здесь. Собирайте данные с первого дня, даже если они кажутся незначительными. Один сохраненный отзыв участников в начале проекта через год будет очень-очень ценен для вас. Мы сегодня поговорили с вами о том, что собираем и документируем. А теперь поговорим, как это дальше описываем и передаем донору. Для этого нужно знать язык. И я расскажу немного о технике перевода с нашего человеческого на язык импакта. Культурные организации говорят на языке ценностей. Доноры думают все-таки на языке изменений, на языке импакта. Между ними нужно построить мост. Посмотрим на конкретные примеры, так как работает этот перевод. Сохранение белорусской культуры. Документирование и передача культурного наследия следующим поколениям в условиях государственного подавления культурной идентичности. Звучит сложно. Но что изменилось? Появился контекст угрозы, а значит появилась срочность, и появилось направление изменения перед следующими поколениями, то есть долгосрочный системный результат. Поддержка художников. Укрепление устойчивости культурного сектора и восстановление профессиональных возможностей для художников в эмиграции. Здесь ключевые слова «устойчивость» и «восстановление». Оба слова прямо отвечают на приоритеты донора, работающего с гражданским обществом в авторитарных контекстах. Создание сообществ. Развитие социального капитала и горизонтальных связей внутри диаспоры критически важно для долгосрочной психосоциальной устойчивости. Социальный капитал — это понятие из экономики и социологии, и доноры его очень хорошо знают. Связывая сообщество с социальным капиталом, организация переходит из плоскости намерений в плоскость измеримых социальных феноменов. Просвещение аудитории. Повышение осведомленности белорусской культурной идентичности среди аудитории в принимающих странах, создающей основу для политической солидарности. Вдохновение людей. Изменение восприятия белорусской культуры как живой, современной и политически актуальной. Обратите внимание на общий принцип. Смысл не меняется ни в одном из этих примеров. Меняется фрейм, угол зрения, под которым организация предлагает смотреть на свою работу. Это выбор языка, который понятен собеседнику. Об этом мы говорили еще в первой лекции. Мы поговорили о том, что нужно писать, а теперь давайте поговорим о том, чего не нужно писать.
Существуют формулировки, которые автоматически снижают оценку заявки или делают ее сложно читаемой. Они говорят о вас, что вы думаете о себе, какие люди у вас работают, какие компетенции у вас внутри команды. Вот 5 таких формулировок и их замены. Наш проект уникальный. Так пишут все. Оценщик читает это 100-й раз уже и не верит. Это не аргумент, это утверждение, требующее доказательств. Давайте заменим. В отличие от существующих инициатив Y и X, наш проект решает проблему через механизм W, который до сих пор не применялся в данном контексте. Мы верим в то, что культура важна. Но это очевидно. Никто не подает заявку, считая, что культура не важна. Такая фраза не добавляет ничего. Давайте ее заменим. По данным исследования, регулярный контакт с родной культурой снижает уровень психосоциального стресса у людей в эмиграции на столько-то %. Наш проект создает такой контакт для такой целевой группы. Мы постараемся достичь. Слово «вообще постараемся» сигнализирует о неуверенности. Донор не финансирует старания, он финансирует результаты. Поэтому неуверенность в собственной заявке – это как красный флаг. Давайте попробуем заменить. Проект достигнет следующих результатов, далее список результатов. Если есть реальные риски, их нужно называть здесь отдельно, в разделе управления рисками с конкретными мерами митигации. Деятельность будет продолжена после окончания гранта. Но это вообще пустое обещание без механизма. Донор слышал 1000 раз и знает, что в большинстве случаев оно не выполняется. Давайте заменим. Устойчивость проекта обеспечивается через 3 механизма. Здесь перечисляем конкретный актив, который останется, архив, например, сообщество, методология, какие именно источники финансирования вы планируете еще привлечь, партнерство с какими-то организациями. Мы охватим широкую аудиторию. Слово «широкое» само по себе ничего не значит. Оно не дает возможности оценить реалистичность планов. Давайте заменим. Проект охватит не менее, вставляем число человек, из конкретной целевой аудитории в конкретных городах, странах в течение конкретного срока. Здесь есть простое правило проверки. Если фразу можно вставить в любую заявку любой организации, ее не должно быть в вашей заявке. Каждое предложение должно описывать что-то, что верно только для вашего проекта и ни для чего другого. Сейчас мы с вами поучимся работать с тезисами. Вот пошаговый алгоритм для любого тезиса в заявке. 4 шага, которые превращают декларацию в аргумент. Называем ценность. Мы сохраняем белорусский язык. Далее описываем механизм изменения через создание доступного современного контента на белорусском языке для молодежи в диаспоре. Это критический шаг, который чаще всего пропускают. Механизм — это ответ на вопрос «как именно?». Не мы создаем контент, а мы создаем контент, который обеспечивает регулярный контакт с живым языком без необходимости посещать уроки или иметь белорусскоязычное окружение. Называем изменения у конкретной группы. Молодые белорусы в эмиграции получают регулярный контакт с живым языком вне формального обучения. Конкретная группа здесь не просто белорусы, а белорусы 20-35 лет, живущие в Польше, Литве, в Германии более года. Даем измеримый индикатор. Платформа публикует не менее 4 единиц контента в неделю. Ежемесячная активная аудитория составляет X человек. По данным опроса через 6 месяцев Y пользователи отмечают рост использования белорусского языка в повседневной жизни. Этот алгоритм работает для любого тезиса. Возьмите любое ключевое утверждение своей следующей заявки и прогоните его через 4 шага. И сразу станет видно, где ваша логика держится, а где ломается. Сейчас мы перейдем к вопросу изучения конкретно специфики белорусского контекста и как мы можем описывать невидимый импакт. Это известная проблема, специфическая именно для белорусских организаций, о которой нужно поговорить прямо и которую нужно уметь объяснить донорам. Часть импакта белорусских культурных проектов принципиально невидима. Не потому, что его нет, а потому, что его нельзя зафиксировать безопасно. Нельзя публично опросить участников внутри Беларуси. Нельзя отследить поведение без риска для людей. Нельзя получить официальные данные культурной жизни в стране, где эта жизнь подавляется государством. Опытные доноры, работающие с этим контекстом, уже понимают. Но организация должна сама обозначить эту проблему в заявке и предложить конкретные способы работы с ней. И это не слабость, это признак зрелости. Первый способ – использование прокси-индикаторов. Что нельзя измерить прямо, измеряем косвенно. Количество запросов на доступ к архиву,
число скачиваний материала с IP-адресов из Беларуси, там, где это технически возможно и безопасно, и с учетом использования VPN как нормы для пользователей внутри страны. Объем органического поиска по релевантным запросам в белорусском сегменте. Активность в закрытых сообществах, где это можно последить анонимно. Прокси-индикаторы — это не обходной маневр, это методологически корректный ответ на ситуацию, где прямое измерение создает риски. В академической среде и в оценке гуманитарных программ этот подход уже давно известен. Далее мы можем сдвинуть географию измерения. Часть импакта измеряется в диаспоре, где это безопасно. Изменение идентичности белоруса в Варшаве — это реальное изменение, напрямую связано с культурной ситуацией в Беларуси. Это не уклонение от ответственности, это честный ответ на реальные условия работы. Донор это понимает и обязательно примет. Документирование через третьих лиц. Журналисты, исследователи, партнерские организации как источники свидетельств о влиянии проекта. Академическая статья, ссылающаяся на архив организации, это конкретно верифицируемые доказательства импакта. Включение таких ссылок в отчетность значительно усиливает позицию организации перед донорами. И язык намеренной честности. По данным анонимных отзывов участников, согласно информации от партнерских организаций в регионе, по косвенным данным. Это звучит, может быть, неуверенно, но это признак методологической честности. Доноры, работающие с закрытыми контекстами, а именно такие чаще всего финансируют белорусские инициативы, ценят это выше, чем красиво сформулированные, но непроверенные утверждения. Сравните два варианта. Наш проект достиг широкой аудитории внутри Беларуси и изменил отношение людей к культуре. Вариант Б. По данным анонимных участников, собранных через защищенную платформу обратной связи, 34 участника из Беларуси сообщили о регулярном использовании материалов платформы. Прямое измерение охвата внутри страны невозможно по соображениям безопасности. Мы используем косвенный индикатор, описанный в разделе Evaluation. Вариант Б звучит намного более доверчиво. И, наконец, долгосрочная история. В условиях, когда массовые данные недоступны, одна детально задокументированная история изменений весит больше, чем формальный список охваченных людей. История человека, который через проект организации нашел профессиональное сообщество в эмиграции, вернулся к белорусскому языку, запустил собственную инициативу. Это системное доказательство, если оно задокументировано честно, с деталями, с цитатами, с проверяемыми фактами. Помните, что мы говорили в разделе о сторителлинге? Вот здесь место как раз этой истории. Мы с вами поговорили о методах измерения, об индикаторах, а теперь постараемся соединить это все воедино в Theory of Change. Theory of Change, теория изменений, это обязательный элемент большинства серьезных заявок. Культурная организация часто пишет ее формально, копируют структуру, заполняют графы, но реальной логики за этим нет. Получается документ, который удовлетворит требованиям по форме, но не убеждает по содержанию. Разберем, как собрать Theory of Change честно на конкретном примере с цифровой платформы белорусской культуры. Первый элемент – проблема. Что именно не так в мире прямо сейчас? Формулировка должна быть конкретной и проверяемой. Не культура под угрозой, а белорусская культурная идентичность систематически подавляется государством внутри страны. Молодые белорусы в эмиграции теряют связь с языком и культурой в отсутствие доступной современной культурной среды на родном языке. Второй элемент – целевая группа. Что конкретно или кто конкретно страдает от этой проблемы? Не белорусы, а белорусы в возрасте 20-35 лет, живущие в Польше, Литве, Германии более 1 года, не имеющие регулярного белорусскоязычного окружения на новом месте. Чем конкретнее целевая группа, тем убедительнее ваше вмешательство в проблему. Потому что становится понятно, что организация действительно знает, о ком она говорит. Третий элемент – вмешательство или внедрение. Что именно делает организация? И почему именно это, а не что-то другое? Почему платформа, а не языковые курсы? Почему цифровой формат, а не живые мероприятия? Пример. Создание цифровой платформы с современным белорусскоязычным культурным контентом. Музыкой, литературой, подкастами, документальным видео. Все это доступно без регистрации и без геоблокировки. Цифровой формат выбран потому, что он не требует географической концентрации аудитории и доступен людям, избегающим публичных мероприятий по соображениям безопасности. Четвертый элемент – допущение. Это самая честная, самая важная часть Theory of Change.
и та, которую чаще всего попускают или заполняют формально. Допущение — это то, во что организация верит, о том, как работают ее изменения. Это гипотезы, которые лежат в основе всей логики. Например, мы исходим из того, что регулярный контакт живой культуры на одном языке замедляет процесс потери идентичности. Мы допускаем, что современный формат контента важен для молодежной аудитории, что классические форматы, архивы, академические тексты не создают того же эффекта вовлеченности. Мы предполагаем, что доступность без барьеров критична для людей, избегающих публичности. Почему допущения так важны? Потому что они показывают, что организация понимает, что ее теория может оказаться неверной и готова это отслеживать. Это принципиально отличает думающую организацию от той, которая просто выполняет мероприятия одно за другим. Пятый элемент. Outcomes. Краткосрочные изменения. Что изменится у целевой группы в течение срока проекта, то есть в пределах 1-2 лет? Например, пользователи платформы сообщают о росте использования белорусского языка в повседневной жизни. Участники культурных мероприятий находят профессиональные и социальные связи в диаспоре. Художники получают возможность публично представить свою работу и восстановить профессиональную идентичность. Шестой элемент. Наш любимый импакт – долгосрочные системные изменения. Что произойдет с системой в целом, если outcomes достигнуты устойчиво? Например, белорусская культурная идентичность сохраняется и передается следующему поколению диаспоры. Формируется устойчивая культурная инфраструктура за пределами Беларуси, которая может быть перенесена на родину после политических изменений. Белорусская культура становится видимой и актуальной в европейском культурном пространстве. Седьмой элемент – это индикаторы. Как организация узнает, что изменение произошло? По каждому outcome есть конкретный индикатор. Например, ежемесячная активная аудитория платформы. Это количественный индикатор. Процент возврата пользователей, тоже количественный. Результат опроса через 12 месяцев о росте использования языка, количественный и качественный уже. Количество художников, получивших новые профессиональные возможности через платформу, количественный. Истории участников, собранные методом Most Significant Change, качественный. Почему это все вообще работает вместе? Когда все эти элементы связаны между собой, Theory of Change перестает быть формальностью. Она становится самым сильным аргументом в заявке, собственно, ее сердцем. Потому что это показывает, что организация не просто знает, что она делает, она понимает, как именно это работает и готова это доказать. Давайте подытожим нашу сложную, такую насыщенную тему. Нематериальный результат культуры — это не недостаток, который нужно скрывать или компенсировать. Это особенность, которую нужно уметь описывать. Доноры не требуют невозможного, не хотят логики, честности и совместимости. Честность в том, что можно измерить, а что нельзя, то почему. Системность в том, что организация собирает доказательства своей работы и не один раз перед отчетом, а на протяжении всего проекта. И есть у нас 3 типа нематериального результата. Изменение знаний, изменение отношений, изменение поведения. Они требуют разных инструментов, но все 3 поддаются документированию. Техника перевода с языка ценностей на язык изменений. Это наш навык и наш инструмент, который нарабатывается через практику. Попробуйте применять его в каждую заявку и увидите, как он улучшится. Также вы применяете алгоритмы ценности к индикатору каждой заявки. Со временем это станет вашим автоматическим навыком. В центре всего этого находится человеческий сторителлинг. История о вас и история о вашем главном герое. Это несущая конструкция. Одна хорошо рассказанная история убеждает сильнее, чем страница статистики. Подкрепляйте это цифрой, цифра даст масштаб, а история даст смысл. Вместе создастся доказательство, которое останется в памяти надолго. В конце мы создаем Theory of Change. Не бюрократический документ для галочки, а карту логики организации, которая показывает донору, что вы люди понимающие, что и зачем вы делаете. И, наконец, помним о специфике культурной работы в белорусском контексте, которая несет дополнительный вызов. Часть импакта невидима по соображениям безопасности. Это реальность, которую нужно иметь смелость назвать прямо и предлагать донорам конкретные альтернативные способы ее зафиксировать. Предлагаю сделать вам не обязательное, но полезное домашнее задание. Взять один реальный проект своей организации и написать для него Theory of Change по схеме из последнего блока. Все 7 элементов включая допущения. Далее нужно выбрать 2 индикатора. Один количественный, один качественный, и описать конкретно, как именно они будут собираться, кем и когда.
И третье, предлагаем написать одну историю успеха по структуре. Заголовок, контекст и вызов, что было сделано, результат с цифрой, цитата участник, итог на системном уровне. Помним, что мы люди и пишем для людей. Спасибо, что были сегодня с нами на этой лекции о специфике грантрайтинга для культуры и о том, как мы показываем нематериальное воздействие в цифрах. В следующих лекциях мы поговорим о том, где и как искать грантовые коллы, об искусственном интеллекте в грантовом фандрайзинге, о составлении логфреймах и о бюджетах к культурным проектам. Оставайтесь с нами.